Вы уже привыкли, что Коми Инкогнито обычно рассказывает о разных интересных местах в Республике Коми. Кроме того, мы рассказываем о мифологии Коми, о старых традициях. Но сегодня несколько другая передача. Мы тоже расскажем о традициях, но кулинарных. Дело в том, что раньше в Коми, да и по северу России очень много употребляли растений, по которым мы ходим, которые считаем обычной травой, обычным сорняком. На самом деле это питательно, это целебно и причем очень вкусная трава. Вот даже на этом пятачке я стою, вот я сейчас срываю хвощ полевой, Коми куз. Мы из них делаем пироги. Вот лопух. Это очень целебное растение. В пищу употребляется как молодой лист, так и, прежде всего, конечно, корень. Особенно весной в корне очень много целебных веществ. Самое главное, посмотрите за мной, целая плантация снытии. Это очень питательная, очень вкусная трава, но никто не собирает, она не тронута. То есть традиции, кулинарные, старинные традиции, они забыты. И мы попробуем сейчас вам рассказать в нашей передаче о том, какую траву можно собирать, какую траву можно есть и как ее приготовить. Итак, сныть. Побеги сныти обыкновенной, которая по латыни называется Эгоподиум подагрария. Вот из самого названия уже становится ясно, что сныть можно использовать для лечения подагры, ну и заболеваний, связанных с суставами, в частности вот радикулита. Улучшает работу кишечника. Достаточно много витаминов, особенно витамина С в надземной части сныти, особенно в молодых листочках. Помогает бороться с авитаминозом. Честно говоря, даже жалко по этой траве ходить, так как я знаю прекрасно, что она очень вкусная, со своим интересом к траве местной. Я не одинок. Сегодня в нашей передаче будут участвовать две женщины. Они также с большим удовольствием употребляют разную траву в пищу, и они поделятся с вами своим кулинарным опытом. Антонина Ильинична Федосеева родом из Коми Перемятского округа, где старинные кулинарные традиции еще очень сильны. У куста крыжовника, видимо, тут земля более питательная, да? Да. Антонина Ильинична. Вот сныть-то и пошла. Вы не только лист, да, но и сам стебелек, И ножку, да? Прямо до земли. Давайте попробуем. О, как вкусно. Это вкусно, да. Знаете, приятно, что нет горечи никакой, Нет, да? никакой. Так приятно хрустит во рту, Да. на зубах. И запах приятный. Эту сныть, траву, очень любил Серафим Саровский. Он снедью ее еще даже почему-то называл. Ну, снедь, видимо, то, что снедь это еда, да, по-древнерусски. Вот. И он много ее заготавливал, причем солил ее. Вот, и таким образом он всю зиму питался этой снетью. Ее в салат, да, можем нарезать? Салат можно варить, просто можно варить в соленой воде. Как щавель или... Да, разрезать и есть. Люди едят со сметаной, я, например, со сметаной не люблю. Я просто вот ее люблю вареную и так. А потом у нас еще, ее тоже солят на зиму. Вот. Потом еще сушат точно так же. А потом делают, знаете что, как бы крошку. Ее варишь. Мелко-мелко-мелко режешь в корыте, например, ступкой или как сечкой или маленьким топориком. Готовишь квас овсяный, перемешаешь. Во, как вкусно! В жару это вообще. В ледник спустишь вот эту корчагу за крошкой. Черпаешь, так вкусно. Корчага это у нас чугунок большой, да? Да, корчага, ну можно и кадушку. В кадушках люди держали. Раньше говорили, если крестьянин дожил до снытия, тогда уже с голоду не умрет. Да.
пакет в моих руках еще не полный. Я вижу вон там темно-зеленая трава недалеко от нас. Я предполагаю, что там тоже есть что-то съедобное. Ну вот она, красивая трава, очень похожа на морковную ботву. Ее так и зовут в России морковником. На самом деле название ее купырь, а по коми ее называют изгум. Очень нежная, вкусная трава. Вот посмотрите, сколько ее вышло. Целая плантация. Такое ощущение, что здесь посеяли морковь. Купырь лесной. Еще один представитель семейства зонтичные, произрастающий в наших лесах и используемый населением в пищу. По вкусу он очень похож на морковь, пахнет морковкой. Можно смело его употреблять, готовить салаты, готовить щи весенние, легкие, вкусные. Смотрите, пекан – это растение. Вот показывайте, что у нас. Вот это папа. Этот лист папа, да? Вот эта ножка, смотрите. Ага, да, Папа. да, Потом идет мама. Вот И это. потом вот мама. Да, такая маленькая. А потом вот сам пекан. А. Ребенок ихний. А вот это вот какое-то уплотнение. А вот там это. еще появится маленький пеканчик. Ага. Вот видите, он какой. Давайте, может сорвем его, нет? Он очень вкусный. Очень вкусный. Да, он очень. надо. А потом, когда перерастет, появляется дудка. Вот. Сколько этажей у дудки бывает? 3 бывает, Зонтики, 4. Да, зонтики зонтиком. пойдут. Да. А вот это называют еще пык еще. Пык, да. Это А по-русски пык-то уже, икра, да, пык-то знаете уже, когда появляется? Когда уже зонтик да, будет, да. Антонина Ильинична, я сейчас попробую его вытащить. Вытащить с корнем, да? Да. Ну, давайте Может быть, попробуйте. совсем корень-то не получится, нужен глубокий. Да. Тоже. Ох. Я очень люблю пекан собирать, тоже очень люблю. Но он должен побольше быть, да? Чтобы его Ну, собрать? это как раз. А это уже вот можно, это да, как раз, собирать? да. Ну, это типок у нас называют. Типок. Типок. Мгм. Так, Мгм. вот он. Да, Его можно даже съесть. можно съесть. Попробую. Конечно, не отравитесь. Я этот съем. Ну, такой приятный вкус. Вкусно. Сегодня Знаете, напоминает, вот раньше были очень популярная парфюмерия Джинтерс рижская. Вот у них, кстати, почему-то вот такой, вот как раз его, может запах. быть, что-то и есть. такой приятный Да. запах зелени. Мгм. Под названием пекан имеет в виду два близких вида. Это, во-первых, борщевик сибирский, Гераклеум сибирикум. И второй вид, в молодом возрасте он похож несколько на борщевик сибирский. Это дудник лекарственный или дягель лекарственный. Используются они, в принципе, одинаково. По содержанию химических веществ они близки друг к другу, то есть используются в свежем виде. С удовольствием хрустят его молодыми побегами детишки и взрослые, и даже пожилые бабушки. Растения из семейства зонтичные следует употреблять в пищу, но очень осторожно, поскольку во всех зонтичных содержатся вещества из группы фурокумаринов. При частом употреблении они могут накапливаться. По аналогии с веществами, содержащимися в борщевике Сосновского, могут вызвать различные дерматозы и ожоги кожи. При употреблении вот этих всех растений придерживаться правила. Если ты не уверен, что ты собираешь именно это растение, то лучше не употреблять его в пищу, потому что среди зонтичных есть несколько достаточно ядовитых растений, но в частности вот вех ядовитый, который, конечно, растет не похожих на другие растения условиях, то есть он предпочитает заболоченные участки, но иногда можно просто ошибиться и получить сложнейшее отравление вплоть до смертельного.
Антонина Ильична, вот мы не только головку берем, да, а полностью стебель. Полностью, потому что ножка-то это намного вкуснее, чем Чем головка. даже головка, да? Чем головка. А мы в детстве ели только головку, не знали, что есть можно полностью. Да. Мы ее назвали почему-то кукурузой. У вас в Коми-Пермяцком округе этого хвоща растет гораздо больше, чем у нас в Коми. Да, я вот 4-й год живу, так здесь вообще увидели только мы на электролинии, на вырубке. И то литра 1,5 мы набрали, а то ведь мы собираем, знаете, ведрами. Ведрами? А потом замораживаете, да? Варим, толчем. И потом замораживаем с солью, в соленой воде, конечно. Он крупный очень в таких местах. Ну, здесь у вас тоже хорошенькие, смотрите, выросли. Они очень рано появляются на полях. Очень рано. То есть, кто хочет собрать, должен спешить. Да. Как только снег почти уже сошел. И уже у нас люди идут на охоту. На охоту, да. так вас называют. Так и называют, охота на пестики. Да, охота на пестики. Интересно. Когда перерастет, называют траву вот эту полевой хвощ. Самый ранний, полезный и съедобный дикорос – это спороносные колоски хвоща лугового, или как их называют еще пестики, или на севере пистики, в частности вот в Кировской области. Используются для приготовления всевозможных блюд, начиная от пирожков, заканчивая таким специфичным блюдом, называемым пестюшница. Нечто похожее на омлет с яйцом, то есть с пестиками, с луком, очень вкусный, напоминающий по вкусу спаржу. В этих пестиках содержится очень много каротиноидов, в частности, вот, бета-каротин, это провитамин А. Он важен для улучшения зрения, повышает устойчивость организма к всевозможным нагрузкам, имеет антиоксидантные свойства. То же самое свойство имеет и лютеин. То есть вот он в составе всех популярных биологически активных добавок, дорогостоящих, входит вот этот лютеин. Он обеспечивает защиту организма от старения. Эти вещества практически бесплатно можно получить в весенний период, собирая и употребляя в пищу пестики. Пестиковые пироги сегодня будем делать. Так, давайте, Александр Григорьевич, я вас попрошу натереть яйца на крупной терке. Да? Да. И 2 ложечки сметаны. А я приготовлю тесто. Хорошо. А яйца куда я натираю? Вот сюда. Прямо в пестики, да? Прямо в пестики. На крупной терке. Мы их собрали, сварили минут 15 в соленой воде, пропустили через дуршлаг, чтобы вода лишняя стекла. Мы делаем еду, которая, скажем так, хоть и забытая, хоть и старинная, хоть и простая вроде бы, да? А заняла какое-то место. Призовое место во Франции. Вот у нас тут в Коми уже забылось, к сожалению. Вот мы сейчас делаем передачу именно для того, чтобы люди вспомнили. Да. С вашей помощью Вот я сегодня. тоже вспомню. Да, сегодня попробуйте. Сейчас сметану положите, ложки 2 тоже. Ложки 2 сметаны. Да. Хорошо. И размешайте хорошенечко. И все. Скатывай сочни. Сочен. Сочен, да, у нас говорят сочен. Ага. Ударение-то у нас, видите, другое чуть-чуть. Да. У вас на первом слоге, а у нас на втором. Еда. Она на самом-то деле, то есть у нас эти пистики тоже когда-то готовили, но, честно говоря, сколько я проездил по деревням, я уже не угощался нигде этой едой. То есть у нас уже забыли, можно сказать. А у нас едят круглый год, заготавливают, потому что впрок пестики. Когда-то вот эти все пироги делали на пресном тесте, на поду. Да. В русской печке на поду. Ой, какая вкуснота. Ну, сейчас тоже, мне кажется, вкусного-то. Сейчас Мы испечем. будем не печь, а будем жарить, да? Жарить, да. А что, русской печки-то нету, духовки тоже нету, так вот и. Да, у нас тут, к сожалению, Да, печь на мы природе. с вами Мы не же на поставили, природе. Да, конечно. Мы вышли на природу, это очень хорошо. Вы человек природы, наверное, тоже, да? Я очень люблю. Мне это место ваше очень понравилось, очень. Я живу в Шошке, мне там тоже очень нравится. Природа нравится, зелени так много. Боры, грибов так много. Нынче я, например, делала без всякой сметаны, без всяких яиц.
приносила в землячество, очень понравились. Мгм. Итак, кладем. Да, на сковородку. Крышка не нужна? Нет, чуть корочка пусть будет. Сейчас надо жарить только, чтобы тесто пожарилось. И все, там внутри-то все, ведь уже сварено. Да-да, уже готово. Да, там все готово, начинка готовая. Можно попробовать? Давайте попробуем. Наверное, вкусно. Я не сомневался. О, как вкусно. Прекрасно. Пахнет даже вкусно. Да. Ничем не хуже мясных пирогов. Да. Природа-матушка нас любит. Кроме трав различных, коми еще также ели некоторые части деревьев весной. Вот сейчас мы подойдем к сосне, и я вам покажу, что там можно съесть. Чуть не забыл. Самое главное, климат меняется, и наша охота за растительной пищей может превратиться в охоту на нас самих, так как появились клещи. Поэтому я вам предлагаю всегда прыскаться перед тем, как зайти в лес, особенно в это время, специальным спреем. Клещи не поднимаются высоко. Я думаю, что достаточно побрызгать на ноги. И вообще желательно, чтобы ваши брюки были светлых тонов, одного тона, и тогда клещ будет заметен на брюках. У коми детишек было излюбленное лакомство. Они подходили либо к ели, либо к сосне и подрубали кору. А под корой находится ли, так по коми говорят, эту тонкую белую пленку. А по-русски просто камбий. Можно упомянуть такой специфичный объект, как заболонь или камбий. Раньше, особенно в Сибири, заготавливали такую пленку, вот этот заболонь, в виде трубочек, сушили ее и потом приготовили из нее кашу. То есть они в кипящую воду помещали трубочки этого заболони, и они приобретали такую желеобразную консистенцию. Вот, либо их хлебали ложкой прямо, либо сушили подобие лепешек. Кора очень легко весной отходит от ствола. Вот эту белую пленку можно срезать ножом. Но чем ближе к древесине, тем более сладкая эта кора. Ее можно есть. Причем ее можно есть сырой, ее можно сушить и есть как чипсы. Можно жарить на постном масле. На древесине, у самой древесины, самая сладкая, тонкая ли. Сочная, сладкая, нежная корочка похрустывает на зубах. Природные сахара, содержащиеся в этой заболоне, благотворно влияют на организм человека и даже нормализуют уровень сахаров. Можно использовать при заболеваниях диабета. На сосне и на ели выходят такие похожие на шишечки. Это на самом деле хвоя молодая. В детстве мы тоже часто ими питались. Это было тоже лакомством детским. Молодые побеги сосны, их еще называют годичным приростом. Вещества, содержащиеся в них, обладают антибактериальными свойствами. Можно использовать для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, бронхита, астмы, например. В народной медицине эти годичные побеги с медом настаивают и используют в пищу
в качестве средства, позволяющего бороться с псориазом и вот нейродермитами. Колеоз или еловые почки. Вот они выглядят так, красненькие, похожи на земляничку. И тоже сочно, но, естественно, вкус несколько другой. Он не как у земляники. Чем-то напоминает по вкусу хвощ полевой. Кстати, колеоз так и переводится на русский, как земляника, похожая на шишку. Коль по коми – это шишка, а оз по коми – это земляника. И морские шишки ели тоже достаточно вкусный объект. Встречается весенний период. Лучше использовать в пищу молодые шишки, которые до стадии пыления, потому что после стадии пыления они становятся жесткими. Тут немножко уже перезрели, немножко уже пыльца идет. Есть уже их, конечно, невозможно. Они сухие, но красивенькие. Итак, сосновый колеоз. В отличие от елового, он чуть крупнее и слаще. Я его даже больше люблю. Но чтобы у вас не осталось сомнений, что это на самом деле съедобная вещь, я сейчас продемонстрирую, что на самом деле он съедобен. Содержит достаточно много витамина С. Можно использовать для борьбы с цингой. Также стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. То, что мы сейчас будем собирать, оно растет везде. Везде. Да, и даже слишком много. Да. Это у нас обычная крапива. Так? Она очень полезна. Это для салата крапива. Галина Афанасьевна Жигалова – главный кулинар прилузского землячества в Сыктывкаре. По старинным коми-рецептам и готовить умеет, и часто людей этой уникальной едой угощает. Ну вот, 1 минута, и у нас уже, скажем так, часть салата в руках. Да. Да. Ну, пойдемте. Галина Афанасьевна, как вы смело измельчаете крапиву. Без рукавичек. Я для салата использую только листья. Надо ошпарить кипятком. Можно 1 минуту проварить. Остынет немного, и будем делать салат. А пока вот так. Собрали, помыли. Ну, сейчас ошпарим. Вот тут уже кипяченая вода. Я очень люблю деревенскую еду. И вот когда крапива появляется, я всегда делаю салат. Очень простой салат. Крапива, яйца, масло растительное. Все. Ну а сегодня более сложный будем делать. Хорошо. Так, снова на плиту. То есть мы 1 минутку еще провариваем. Да, да. А для чего это делается? Чтобы мягче стало или чтобы не кусалось? Да, конечно, чтобы мягче наша трава. Цвет изменится, более темный, и все. Крапива готова. Пусть остывает. Через дуршлаг пропустили. А сейчас начнем делать пироги. Тесто я готовлю из ржаной муки. На кефире готовлю. Можно, конечно, на воде, на молоке. Добавляю сливочное масло, немного растительное масло добавляю, чтобы оно эластичное было. И к ржаной муке я немножечко добавляю пшеничную муку, чтобы меньше оно ломалось. Такую формочку. Овальную. Овальную формочку сделаем, да. Значит, тесто у нас готовое. Мука пшеничная и 2 части, 1 часть овсяная мука. Дрожжи, вот. И все обыкновенное тесто. Ой, а что вы делаете? Пирог. Вот. И вот таким вот образом делаем. Посмотрите, какая красота. Тесто в тесте. Да, да. Вот это вот пирог. Теперь начинаем делать салат. Надо почистить яйца. Обыкновенный салат рвем мы руками.
Так, яйцо режем пополам, да? Или Так, как? вот так вот режем яйцо на четвертинки. Огурчики. Сверху вот огурчики. Огурчики сверху. Потом режем Редис. редис. Самое главное Крапива. крапива по краям будет у нас. Вот так вот крапива будет. Так, еще слой такой красивый сделаем. Зеленое, красное, белое. Да, на зеленом фоне яйцо, оно тоже будет смотреться хорошо. Немножечко соли. Соль сверху. Ну, а потом же можно помешать. Это для красоты пока сделали, а потом же мы перемешаем, когда будем кушать. Я люблю льняное масло, но сейчас пока нигде не могу купить. Поэтому воспользуемся оливковым маслом. Вот такой красивый салат. Сейчас будем готовить шомашит покомим. Да, ну, кислый суп, если перевести. А так тесто вот осталось от пирогов, от дрожжевых блинов. Водичкой разводим на плиту, постоянно помешивая, готовим кисель. Значит, если добавить другие ингредиенты, горох, овес, получится суп. Мы возьмем овсяную муку, ряженку возьмем или кефир и просто водичку. Муку берем 3 ложки, туда водичку. Надо размешать, чтобы комочков не было. Если еда старинная, Да. крестьянская, это не значит, что она невкусная. Да. Я каждое утро готовлю кисель на 1 стакан воды, полстакана ряженки или кефира. Но больше мне нравится ряженкой. Оно тесто вкуснее получается. Постоянно помешивая, начинаем готовить вначале кисель, а потом суп. Добавляем немного сахара. Сахар? Обязательно. И тогда нежнее получается. Что-то похоже на обойный клей. Не надо. Кисель готов. У меня всегда очень мало соли. Вы уж извиняйте. Ага. Ну, достаточно, а то нас долго остывать будет. Так, одно блюдо готово. Еще добавим водички, немножечко ряженки. Для супа оно должно быть немножечко пожиже, вот это вот. В этот наш жидкий кисель, да? Да, жидкий кисель. Мы добавляем Добавляем горох. уже обваренный наполовину. Да, И овес обваренный. я очень люблю такой суп. Кисель, суп за 10 минут 2 блюда. Да. Это недолго. Так, все, можно выключать плитку. Этот суп любит сметану. Вспомню ли я на генетическом уровне. Вот Чем эту кормили пищу. в далеком детстве. Да, если не меня, то, по крайней мере, моих родителей, да, и моих бабушку и дедушку. Вкусно? Слушайте, так это очень вкусно. На самом деле вкусно. Так, здорово. На самом деле вкусно. Без преувеличения Это же надо вкусно. прожить жизнь, не только сейчас. Попробовать такой суп, да? Да, незаслуженно забыто. Здорово вообще. Сегодня мы рассказали лишь очень немного из того, что знали и использовали наши предки. В дальнейшем мы еще будем возвращаться к этой теме.